программистов и открытие инновационное. Эта IT-учеба призвана помочь воплотить сразу два национальных проекта – образование и цифровая экономика. Когда мы говорим о цифровизации, мы столкнулись, вот, пожалуйста, Иннополис. Можем построить здание, можем сделать все условия, но если нет людей, значит, вся наша работа на смарку. Учеба полностью бесплатная для иногородних общежития. Я думаю, что через пару-тройку лет вы почувствуете отдачу от школы, потому что здесь будут... Город очень хороший, вы создали прекрасные условия для жизни в этом городе. Один из лучших городов в стране. Я думаю, что очень многие выпускники будут оставаться здесь. Ну, соответственно, а за ними пойдут и компании. Учебное помещение школы представляет из себя вот такой большой зал с компьютерами, куда каждый может прийти, когда хочет сесть, куда хочет, и заниматься по индивидуальной программе. Причем классы имеют цветовое различие. Вот заметили, были только что в оранжевой зоне, а кому-то по душе желтая часть, и он может заниматься вот на этом месте. Сейчас в школе отборочный тур. 1500 человек из России и зарубежья выполняют задания. По их итогам определят 500 лучших. Они и станут студентами. Здесь это действительно, как и само наименование, бассейн. Вас просто кидают в воду. Казанец Никита Егоров уже выучился в вузе на сисадмина, а теперь решил стать программистом. Говорит, 2 дня в школе не прошли даром. Я не был знаком с командами, с Linux, именно с терминалом вообще. Здесь я уже могу проводить какие-то команды. Учебный процесс необычный. Здесь нет ни уроков, ни преподавателей. Все задания выдает и принимает компьютер. И с его же помощью нужно найти решение. Также в помощь интернет и сокурсники. Один в поле не воин – это именно про эту школу. То есть чем больше людей, с которыми ты подружишься и помощью которых ты попросишь, тем лучше будет твой результат в школе. Так просвещаться и экзаменоваться по полному курсу нужно 3,5 года. За это время, как говорят, можно стать айтишником мирового уровня. В отличие от, помните, как мы все переживали, когда сдал, не сдал, пересдача, вот эти вот все истории, здесь ты имеешь право на ошибку. Ты можешь сдавать столько, сколько тебе нужно для того, чтобы во всем этом разобраться. Нам важно качество. Соглашение подписано. Сегодня между Татарстаном и Сбербанком подписали 2 соглашения. Вместе предстоит привлекать и внедрять мировые IT-технологии. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.